Ни для кого не секрет, что сад – это место, где наши самые смелые фантазии воплощаются в жизнь. Мы можем сажать в нем овощи, фрукты, ягоды и цветы. А среди цветов можно встретить такой прекрасный цветок, как гортензия. И, конечно, его можно черенковать, то есть вырастить из веточки. Как правильно это сделать, нам показала ведущий специалист Россельхозцентра Люба Джандикова. Итак, заготавливать черенки нужно с конца августа и по март месяц включительно. А черенок должен быть одревесневшим. Вот у нас побег, он частично одревесневший. Обязательно мы должны учитывать, где нижняя сторона и где верхняя. Нарезается это таким образом. Первое, что мы делаем, это берем междоузлие. Одно междоузлие у нас здесь, а второе здесь. Посередине отрезаем, а теперь готовим с него черенок. У нас нижняя сторона вот здесь, и нарезаем где-то полсантиметра. Секатор должен быть очень острым для того, чтобы черенок не расщепился. Листья нижние удаляем. Следующий этап у нас верхний срез. Верхний срез мы делаем около сантиметра над почками. А если черенок в листве, как у нас, то большую часть листовой пластинки мы удаляем. Это делается для того, чтобы минимизировать испарение влаги с поверхности листа. После того, как мы подготовили черенок, необходимо его замочить в каком-нибудь укоренителе на сутки. В нашем случае это корневин. Вода должна быть обязательно теплая, комнатной температуры. Погружаем черенок в раствор, чтобы верхние почки были над поверхностью жидкости. После того, как черенки замочены, прошли сутки, и мы готовим субстрат для укоренения. А основой субстрата у нас является песок и вермикулит. Вермикулит используем для того, чтобы песок еще более разрыхлить. Добавляем в песок вермикулит, как правило, от 10 до 20%. Наш субстрат готов, и теперь нам необходимо либо органический материал, в нашем случае это газонная трава. Можно, конечно, использовать и солому. Желательно использовать такую емкость с большими дренажными отверстиями, которые будут спускать излишнюю влагу. Набиваем нашу емкость на 5 сантиметров. Это нужно для того, чтобы, когда газон перегнивает, он подогревается снизу. А для черенкования температура очень важна. Субстрат должен иметь температуру плюс-минус 2 градуса. Далее наполняем нашу емкость песком. Песок необходимо хорошенько утрамбовать. Иначе он осядет после полива. Оставляем небольшой бортик, чтобы у нас вода впоследствии не выливалась. Следующий момент, уже заблаговременно замоченные черенки прямо вставляем практически до упора. Еще один важный момент, нельзя вставлять черенок наполовину. Так площадь испарения будет меньше и увеличится площадь всасываемости. И еще, когда черенок укоренится, то почки пойдут с самого низа. После того, как мы закончили с черенкованием, мы производим полив. В случае, если мы оставляем горшки с черенкованием на улице, надо их накрывать обрезанной бутылкой или банкой. Главное в поливе не переусердствовать. Контролировать влажность, чтобы субстрат не пересыхал. Через 2-3 месяца после того, как сформируется корневая система гортензии, ее можно пересаживать в открытый грунт.